пропустил Володя Высоцкий. Я вам почитаю посвящение моим любимым людям. Вы спросите Высоцкого, я прочитаю Высоцкого. Я ему на афише Гамлета написал: «Нет, Гамлет, мы неистребимы, пока одна у нас беда. Пред нами тень отцов всегда, а мы с тобой как побратимы. Решая, как нам поступить, пусть мы всегда произносили сомнительное слово «или», но выбирали только быть». Мамаша, успокойтесь, он не хулиган. Он не пристанет к вам на полустанке. В войну Малахов, помните курган? С гранатами такие шли под танки. Такие строили дороги и мосты, каналы рыли, шахты и траншеи, всегда в грязи, но души их чисты, навеки живо напряглись на шее. Что за манера сразу за наган, что за привычка сразу на колени. Ушел из жизни Маяковский хулиган, ушел из жизни хулиган Есенин, чтобы мы не унижались за гроши, чтобы мы не жили, мать, по-идиотски. Ушел из жизни хулиган Шукшин, ушел из жизни хулиган Высоцкий. Мы живы, а они ушли туда, взяв на себя все боли наши, раны. Горит на небе новая звезда. Ее зажгли, конечно, хулиганы. Седая на подушке, держит тонкокожая рука красный томик Александр Пушкин. С ней он и сейчас наверняка. С ней он никогда не расставался. Самый лучший, верный кавалер. В ней он оживал, когда читался. Вот вам гениальности пример. Приходил, задумчивый и странный, шляпу сняв с курчавой головы. Вас всегда здесь ждали, Александр. Жили, потому что были вы. О, многострадальная Фаина, дорогой захлопнутый рояль. Грустных нот в нем ровно половина. Столько же не сыгранных, а жаль. Живых все меньше в телефонной книжке. Звенит в ушах смертельная коса. Стучат все чаще гробовые крышки, чужие отвечают голоса. Но цифр этих я стирать не буду, и рамкой никогда не обведу. Я всех найду, я всем звонить им буду. Где б ни были они, в раю или в аду, пока трепались и беспечно жили, кончались денно-ночные витки. Теперь, о чем мы не договорили, звучат, как многоточие, гудки.